К сожалению, в нашем городе, как и во многих других, непосредственных участников войны осталось не так уж много, и наш долг помнить о них и заботиться вне зависимости от праздничных дат. Специалисты Центра накануне Дня Победы поздравили ветеранов и вручили им подарки, а те, в свою очередь, охотно делились своими воспоминаниями о событиях военных лет. В преддверии праздника Дня Победы для ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учете в автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания «Азатлык», проходит благотворительная акция «Подарок ветерану». Сегодня от имени директора Центра социального обслуживания «Азатлык» праздничные подарки и открытки получают наши участники Великой Отечественной войны. Также в рамках данной акции внимание уделено всем нашим ветеранам. Из села Первое Иткулово на Великую Отечественную войну отправилось 47 человек, и только 12 посчастливилось вернуться на родину. Один из них – Хабиб Шугаипович Азаматов. В этом году ветерану исполняется 90 лет, он многие годы проработал в Сибае. О добросовестном труде фронтовика говорят его грамоты, ну а награды без слов подтверждают его доблесть. А вот 87-летний Сагит Гайзулович Карабаев был призван в 1944-м, за год до окончания Великой Отечественной. Служил в Калининграде. Вернувшись домой в 1947 году, он в течение 30 лет трудился на Каноникольском участке Сибайского леспромхоза. Участники Великой Отечественной войны поделились воспоминаниями о том, кто и где встретил войну, и о том, как они узнали, что наступил День Победы. По их словам, когда объявили об окончании войны, чувство радости и счастья переполняло абсолютно всех. Специалисты Центра поблагодарили ветеранов за беспримерный подвиг и пожелали крепкого здоровья и долгих мирных лет счастливой жизни. Алина Полянская, Айгуль Хамитова, Дамир Хайблин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.